Всем привет! У нас сегодня будет очень интересный выпуск про компанию, которая производит одежду, но не просто одежду, а они имплементируют туда всевозможные этно-вещи, которые обычно такие броские, яркие, но они это делают очень интересно и со вкусом. И, конечно же, зарабатывают на этом деньги. Мы в гостях у Айджан Фирсовой, да? Я верно, правильно сказал? верно. Отлично. Основатель бренда, который я тоже не могу выговорить. KT Dash. KT Dash. Что, почему? Вообще, KT Dash это изначально была выпускная работа, когда я заканчивала британскую школу дизайна в Москве. И целью было создать бренд с концепцией, с названием. И я всегда хотела создавать вещи, которые будут яркими, чтобы люди могли выделяться, отличаться. Я, например, как человек-интроверт, не всегда могу через эмоции что-то передать. И вот таким же людям, как я, самовыразиться через одежду. И KT Dash — это английская идиома, которая значит be brave in style, быть смелым в стиле. Be brave. In Но style. первые буквы все равно не KT Dash. Нет, имеется в виду KT Dash — это идиома, означает быть смелым в стиле. Ага, господи. Да, оно как бы по словам, да, оно переводится непонятно как, но как идиома единая, это быть смелым в стиле. Это очень такое старое слово английское, которое сегодня не употребляется, и многие, даже кто там в Америке по 10 лет живет, не знают, что это такое, но смысл именно тот, который мы хотим передать в нашем бренде. Вот. Да. Окей, но для бизнеса, Айджан, это нехорошо. Знаете, Это как бы, вот, знаешь, нужно дать такой бренд звучный, который запоминающий, запомнится, да, и хотя бы выговорить можно. я понимаю. Пойдем сегодня и вот тут вот у человека, мне кажется, там настройка языка будет происходить несколько секунд, чтобы выговорить KT Dash. Вначале я тоже так думала, и в первый год я хотела поменять название. Но потом решила, мы завоюем наших клиентов, и они будут нас так любить, что запомнят наше название. Единственное, конечно, часто они называют не KT Dash, а KUTA Dash. KUTA Dash, Да. это еще чуть-чуть и будет вообще плохое слово. Но, знаете, есть такие сложные имена, Андемелемейстер и прочее. Люди же запомнили, и KT Dash тоже запомнит. Да. Дай бог, Айджан, дай бог. Но окей, ладно, такой стартапчик интересный. Школа дизайна, это вот они находятся... Artplay. В Artplay, Да, точно. Я да, там... да. У меня выпуск есть про Artplay, кстати. Там очень стильно, так Очень классно. классно. Да. Я когда увидел это пространство, думаю, мне нужно запилить выпуск. Я его запилил, очень мало просмотров, но зато мне понравилось. Вот Artplay прям... Да. Окей, в каком году вообще начался этот бизнес? Первую коллекцию мы презентовали в Кыргызстане в 2017. Это было очень давно. И так как мы из семьи художников, вот, я и Сайкал, мне она помогает, у нас папа скульптор. Сайкал — это сестра. Да, Айджан. моя сестра, да. Папа скульптор, дедушка график. Короче, получается, третьем поколении художники. И с самого начала мы выбрали направление — это связь моды и искусства. Поэтому в 2017 году, когда мы решили запускать KT Dash в Бишкеке, мы сделали выставку в Асанбай-центре. Это было больше для, знаете, для души. Не было коммерции. Имидж. Да, имидж, да. Чтобы кто-то начал выговаривать название вашей компании. Чтобы начал запоминаться, да. Первые 2 года это было просто в минус, потому что, опять же, вещи не совсем понятные для нашего населения. Насколько в минус? Каждая коллекция обходится примерно в 100-200 тысяч сом, а так как мы делаем не тиражами, Это ткань, ткань, вот пошив, принт, да, всё да. такое, да? И коллекция выпускается 2 раза в год, поэтому, по крайней мере, вот это вот минус 200 тысяч каждый сезон, и плюс еще отдельно съемки, прочее. Но все это Короче, было... минус 500 000 сом в год где-то. Минус, да. Но все это было при поддержке моего мужа. Он меня очень сильно поддерживал, несмотря на то, что это не человек бизнеса, это человек на зарплате, но... На хороший.
Нет, на тот момент такая средняя еще была. Но человек, который всегда в меня верил, и еще со студенчества, даже надевая на меня сережки, он говорил, это мои инвестиции. О, Вот мой самый нормально, главный нормально. инвестор. Окей, так, Да. ну и что, окупились его инвестиции Да, сейчас уже окупается. Вот в 2021 все началось. после пандемии? После пандемии. Как раз вот мы были на пандемии, продаж не было. Я уже думала, все, конечно, люблю КТД, готова все, но как дальше двигаться, неизвестно. Думала, может уже закрыть, может уже все в Вайлдберрис уйти. Но понимала, что душа не лежит, вообще не мое, хочу творить. И тогда решила, попробую-ка я внедрить в наш бренд не только искусство, как было изначально, но еще и этно. Но не вот это этно с орнаментами, а абсолютно современное что-то. Ну, у тебя тоже Да, орнамент. это вот наш принт. Облачка, Да. похожие на нашу тему. Вот, ну не так, чтобы это вот так в глаза бросалось, а как бы слегка касалось. Да, стилизация. Окей. Мгм. Вот, и в 2021 году мы впервые презентовали весной нашу коллекцию. Позже моя сестренка может вам рассказать про принты. Мы делали их в коллаборации с художницей из Англии, Еленой Шкваркина. И так получилось, что как вообще с тех пор мы завоевали какую-то уже часть рынка, с тех пор стали популярными. И это было, кстати, до того, как появился вот этот массовый тренд на этно. Это было до того, как стали все носить чулпаки, все носить юрты различные. Мы, может быть, интуитивно это предвидели, и поэтому мы успели завоевать такой свой рынок, какую-то часть рынка. Прикольно, интересно. И вот во что вылилось-то это завоевание рынка? В какую-то прибыль? Скорее в доход, потому что прибыли мало. Но дело в том, что у нас такое направление арт, и у нас большую часть расходов занимает съемки, видео. К примеру, сейчас наш арт-директор переехал в Алматы. Из-за этого, если мы делаем съемку, то мы едем к ней в Алматы и там делаем съемку, потому что, хочется... В Алмату едут к ней, чтобы сделать съемку, может быть, ей проще? Потому что, нет, дело же не в локации. Конечно, мы бы хотели здесь, а дело в фотографах именно того уровня, с которым мы хотим работать. А в Алматы, к сожалению, мы еще отстаем очень сильно. Вот фотографы вышли очень сильно вперед от нас. Из-за того, что у них есть глянец, у них есть Harper's Bazaar, Elle, их фотографы, они не хуже российских, украинских, они очень на таком крутом уровне. Вот и мы ради фотографов едем туда. Потому что везти тех фотографов сюда будет намного дороже, чем самим поехать и там. Серьезно? Да. То есть вам вместе с моделями? Нет, мы модели там подбираем, фотографы там, мы только вещи везем. Хочу вам показать, как здесь ребята, просто сильно, на мой взгляд, придают значение тканям и что на них нарисовано. Вот посмотрите, вот это хлопок, он тоже необычный, там какие-то шелковые нити внутри, но посмотрите, что тут нарисовано, да, как это красиво. Кстати, вот это, по-моему, коллаборация именно с кыргызским travel-блогером Медером. Я даже на него подписан в инсте. Вот это его фоточка. Вот видите, они нанесли, и вот из этого уже будут делать одежду. Очень круто, очень стильно. Ну и ткань так на ощупь классная. Айджан, давай по цифрам пробежимся. Давайте, я их помню, да. Вот мы были в шоуруме, мы вот на производстве у тебя. Сколько ты вложила вот в шоурум, сколько вот в эти машинки, вот этот раскроечный столик? Так как я человек творческий, я не всегда хорошо веду учет, но я могу примерные цифры сказать. Да, конечно. Шоурум — это наша собственность, это наша квартира такая небольшая, поэтому... Нет, стоимость квартиры да, не поэтому интересна. мы как бы, у нас нет аренды, у нас нет аренды. Торговая. Да, мы в ремонт, мы открыли шоурум в прошлом году весной, и в ремонт я вложила вместе с какими-то предметами арта около 3
4000 долларов. 4000 долларов? Я просто такой человек, который... У меня ремонт не начался, я уже 5000 ну потратил. потому что, во-первых... Как вы за 3 Ну, потому что это же целый не квартал? было прям... Мы делали ремонт буквально в 2-1,5 комнатах. Мгм. И все равно для меня это было как бы существенно. Нормально тогда. Но мне кажется, что... И притом многие вещи мы делали сами. Какие-то зеркала, это мы все делали сами. Скульптуры папины. Мне кажется, что у нас получилось, в принципе, нормально уложиться в Да свой- вообще это супер дешево. Ну, мы на самом деле через какое-то время уже окупили эти расходы. Сейчас вот- мы поговорим, подожди. Давайте. Про доходы это отдельно, кстати. Хорошо. Давай про расходы. Мне вот очень интересно. А окей, а сюда сколько ты вложила? Здесь вот сколько? Сюда 7 машинок. мы... Раньше здесь было спортзал. Ну, что-то типа спортзала. Здесь проходила айкидо. Нормально. Вот, у мамы моей. Моя мама президент Федерации айкидо. Ничего себе. Вот, и она говорит, так, Айджана... Я президент Федерации триатлона. О, классно, Да. вас познакомить. И это плохо, когда из спортивных площадок делают коммерческие помещения. Потому что, к сожалению, оно простаивало. Оно простаивало, занятия были только по вечерам, в группах было по 4 человека. У них есть другие залы, где, там, скажем, спортивные залы школ, университетов. Ну да, там условия. Там конечно. условия другие, да. И она решила лучше их перевести туда, а это пространство отдать под мое производство. Мгм. Вот, и мы запустились в прошлом сентябре. Мы сделали ремонт в течение августа. Полностью мы здесь все меняли. Я потратила вместе с мебелью, все такое, примерно 400 тысяч. Я не верю. Серьезно. Ремонт с мебелью. А оборудование? Оборудование вышло примерно около 2000 долларов. Ну, то есть до 10 тысяч долларов Да. вы сделали и шоурум, и производство. Потому что надо знать, с кем работать. Мне все по-свойски делали по хорошим ценам. Дизайн мы Я сами в разрабатываем. шоке, просто сколько им рубашек ты дала, чтобы они тебе такие цены дали. Просто люди- Можешь у меня сделать ремонт, пожалуйста? Вот. Может, не тем бизнесом занимаешься? Слушай, вот Давай, то, что ты делаешь ремонт ради это. бизнеса, у тебя получается очень хорошо. Ремонт классный. Спасибо. И так мало вложить. Ну, Окей, хорошо. В общем, 10 вложила. Мгм. Ты сколько зарабатываешь вообще вот на всей этой творческой истории? А, Рубашки-то у тебя не дешевые. Да, но мы же по количеству не так много шьем. Ну, штучно. Окей. Ну, тем не менее, вот одна рубашка сколько? Ну, к 7 примеру, тысяч вот стоит? у нас рубашка стоит 7 тысяч, Мгм. себестоимость 5 тысяч. Что-то супер дорого. Очень подожди. дорого, да. Чё-то- Потому что я даже не могу в 2 раза накрутить, потому что и так себестоимость 5 тысяч. Ну как, конечно, это не та себестоимость бухгалтерская. Это, я говорю, еще какие-то расходы дополнительные, съемки и прочее. И вот примерно в 5 тысяч укладывается. Но если я поставлю ее по 10 тысяч на рынке Бишкека, ее никто не купит. Поэтому мне Вот. приходится такую минимальную маржу. Айдян, 7 тысяч. Айдян, тут это что-то слишком много творчества, мало бизнеса. Ты что, на Ну 5 вот. тысяч ты делаешь 7? Да, вот Еще и объема мало. Ты это, давай, муж инвестировал, надо оправдывать. Да, нужно его инвестировать. Вот поэтому-то я и пошла на курсы. Я, кстати, вот вчера у нас был выпускной. Весной я пошла на курсы, вы слышали, мини-MBA в KRGC. Ага, окей, у нас уже второй герой прошел Выпускник, курс, да, мини-MBA. Круто, Да, потому что вот молодцы. все эти годы я понимала, что творчество это классно, но чтобы реализовывать свои масштабные проекты, свои желания, мне нужно поставить бизнес в первую очередь. Вот, и я пошла на эти курсы, давно-давно о них знала, но все не решалось. И вот я решила пойти, и это стало таким хорошим пинком, чтобы я занялась стратегией, планированием, начала думать про HR, как это все работает, и да, даже бухгалтерию. Я даже, оказывается, неправильно себестоимость считала. То, чему я там научилась. Очень круто. Круто, Да. молодец. Все это применяешь, да? Да, вот, да, потихоньку уже внедряем. Молодец. Слушай, давай я тебе такой маленький, не консалт ни в коем случае, но вот то, что я заметил, может быть, я и не прав. Хорошо, давайте. Но смотри, ты создаешь уникальный товар,
и он реально классный. Спасибо. Но ты не зарабатываешь на нем, понимаешь? То есть Только на жизнь, 2000 только на жизнь. при расходах в 5000 это прям вообще грустно. Но смотри, как ты реализовываешь. У тебя шоурум, он дешевый, без аренды, но в квартире. Мгм. Я думаю, здесь чуть несостыковка, да? Я думаю, твой клиент, он как бы, ну, не тот, который в квартиру может пойти. Может быть, я сейчас Мгм. закончу Да, давай. мысль, Мгм. может быть, надо выйти куда-то вот там, а-ля первый этаж, первая линия, какой-то такой бутичок, и ценник поставить не 7, а вообще 20. Да, и ты знаешь, возможно, к тебе придет совершенно другой клиент. Тот человек, который, ну, не будет там, как сказать, для него что 7, что 20 тысяч сом, в принципе, разница небольшая, главное, чтобы вещь нравилась. Но до этого клиента нужно, ну, дойти, встать на то место, где он пройдет, увидит и узнает о тебе. Понимаешь? Да, я вас поняла. Ну, на самом деле у нас есть какая-то своя база клиентов, которые нам, в принципе, нормально приносят каждый месяц. Просто, видите, для меня еще очень важно, чтобы вещь была доступна, чтобы она не только была для элиты, а чтобы люди носили. Мне очень приятно, когда я вижу в Инстаграм нашу одежду. Почти все блогеры носят КТД, блогеры Казахстана всегда в КТД, и это круто. И я хочу, чтобы и у людей, которых, моих подруг, да, или, грубо говоря, я там не дизайнер тоже, у меня была возможность купить такие вещи. Айджан, если ты производишь Мерседес, его не смогут купить большинство людей на этой планете, понимаешь? И это нужно понимать. Ты или тогда Жигули производи, да, или уже как бы смирись с этим. Ну Понимаешь, у тебя душа хочет создавать качественный, дорогой продукт, а как бы разумом ты ходишь как бы для людей. Оно не стыкуется, мы живем чуть-чуть в другом мире, и если у тебя он уже концептуально товар такой штучный, custom-made, да, с финтифлюшками, это уже не про масс-маркет. Ты не будешь а-ля Юникло, понимаешь, где футболка стоит там $3 условно. Ну, я и не про масс-маркет, а я про таких вот. Просто среди наших клиентов есть такие классные ребята, и девушки, и парни. И я знаю, что если я поставлю ценник там, 20 тысяч, то это уже для них будет тяжело доступно. Для них, да. Да, ну, Но зато ты выйдешь на тех, кто раньше у тебя. ну вот поэтому я вот планирую делать отдельную линейку, Мгм. которая будет по ценнику выше, и там будут вещи более уникальные, больше ручной работы и в очень лимитированном количестве. Вот. Но вот этот свой сегмент я терять не хочу. Ну, все-таки это то, что... Ну, кстати, рубашки, может, мы не так много продаем, но у нас есть ходовой товар. Так, что это? Корсеты и боди. Корсет и боди женские. Да, корсет, женский боди. Это то, что делает нам кассу, благодаря чему мы живем. Сколько в принципе. стоит? Так, 4200. Ну, что-то не звучит. Почему? Почему Ну, в не смысле, не такая высокая сумма. Сколько их нужно продать, чтобы это прям все это окупало? Ну, по-разному, в зависимости от месяца. Ну, в от целом, сезона. окей. Самый удачный месяц для продажи боди и корсетов. Сколько вы продали? Но я могу сказать примерно продаж. Мы в месяц можем сделать там 300-400 тысяч. А, в целом? Да, в целом. А из них вот именно боди? 80%, думаю, это Ого! боди, корсеты. Нифига себе! При стоимости 4,5 вы продаете их где-то на 300 тысяч? Мгм. Вау! Вот. Вот у тебя вот бизнес сам говорит, что надо делать. Буквально, знаешь, тебе поэтому- нужно вот... Ну, в таком количестве они же продаются именно потому, что цена доступная. Поэтому у меня есть сегмент такой, и впоследствии хочу более сегмент дорогой. Ну, я надеюсь, там себестоимость не 4 тысячи. У бодиков, корсетов? Да. Нет. И 4000. 200 сом зарабатываю. Нет. Нормально там. Ну, половина, либо чуть больше половины себестоимости. Ну, вот это Чуть уже больше. похоже на бизнес, да. А то 5 и 7 тысяч, это прям... Короче, на мужиках ты не зарабатываешь, я понял. Да, пока что нет. Ну, у нас и мало мужчин. Конечно, появляется больше спроса, но мужчин, кто... Так, мужики, вы где вообще? Помогите, Айчан, вы что, ребят?
Не, просто на Рубашка самом деле нормально. рубашки принтованные, не все Я куплю у мужчины, тебя рубашку. Все, не я все мужчины обещаю. осмеливаются, понимаете, вот в чем дело. Я вообще капец Да? смелый. Конечно. Да. Ну там ничего такого, ни голых женщин. Что там должно быть такого смелого? Просто, думаю, мужчины не привыкли, когда принты, думаю, больше однотонное, что-то такое минималистичное, без принтов. Такой взял, сейчас фломастер тут нарисовал. Окей, понятно. Я хотел бы рассказать вам некую особенность, как поставлен здесь производственный процесс. Если вы видели у меня выпуск про швейную фабрику в Аше, где много-много швей делает каждый свою операцию, то здесь все ровно наоборот. Каждый специалист, который здесь работает, является высокоспециализированным. Они сами кроят и сами создают одежду вот буквально от ткани до конечного продукта. Вот, соответственно, уже качество совершенно другое, но и количество тоже гораздо меньше. Это такой вот прям бутик, можно сказать. Причем ребята не делают больших объемов специально, заботясь об экологии, ну и, конечно же, по бизнесу это тоже хорошо. Нету складских остатков, не нужно делать акции. Продали – сделали, не продали – не сделали. Вот смотри, у тебя на этом, это же хлопок, да? Да, это 100% хлопок. И как ты на нем нарисовала вот это вот? Вот все наши коллекции — это либо наши авторские принты, которые рисует Сайкал, либо сделаны совместно в коллаборации с художниками, фотографами. К примеру, вот этот принт — это создала местная художница Асылхан Талиб. И мы здесь выкупаем принт, либо заказываем. Потом мы это в электронном формате отправляем в Москву. Так как в Кыргызстане не печатают на натуральных тканях, нам приходится все принты наносить в Москве на хлопке, и потом это все привозим сюда, и здесь уже отшиваем. Помимо этого, например, однотонные ткани, которые мы используем, мы заказываем из Италии. Ничего себе! Вот, мы хотим как бы предоставлять уровень качества, просто мы не можем поднять цену из-за того, что платежеспособность рынка такая у нас не очень То есть платежеспособная. у тебя ткани итальянские, ты принты наносишь в Москве. России, в Москве. Да. И вот после всего этого у тебя наценка 2000 сом на рубашку. Вообще, ты понимаешь, что ты реально в суперский какой-то продукт создаешь. Ты сама его недооцениваешь, и вот ты недооцениваешь его сама, и другие, соответственно, его тоже никогда не оценят, понимаешь? Это как с самооценкой. Если ты думаешь, что ты вот не очень, то, блин, все будут думать, что ты не очень. А если ты думаешь, что ты the best, да? Вот нет у меня вот этого, я крутой, там, я такой, давайте. Да ты чё, ты крутая, ну реально ткани из Италии, принта в Москве, и все это этно, идеи, выставки. Это же прям, ты чё, ну это не 7000 сам стоит, хорош. Я, конечно, понимаю, что ты судишь по своим рынку, да. клиентам, да, но тебе нужно так пошире посмотреть. Есть, мне кажется, твой клиент, он там, ну это не блогеры, мальчики. Ну, вот И мы- еще, кстати, вот еще такая мини-подсказка, все-таки твои продукты должны быть дорогие, и ты посмотри с точки зрения человека, который вот с такими деньгами, который может там, за 20 тысяч купить рубашку. Вот чего бы ему хотелось, да, тут? Может, он не такой смелый, как название твоей компании, да? Но он бы хотел, знаешь, так вот, чтобы вот тут что-нибудь такое, чуть-чуть, как ты говоришь, какая-то мили вещь. Не так, что здесь тут Да, юрта я огромная, поняла. тут конь, короче, бежит, да? У нас было такое, и конь бежит. А вот там что-нибудь там, юрточка или еще что-нибудь, тут вот такой маленький, и все. И вроде как не это, а уже стильненько. И как бы говоришь, что йоу, я поддерживаю местных Местного, да. дизайнеров. Это КТДш. КТДш. Все, видите, вы запомнили уже? Я, конечно, я пытался вот это, заучить это название.
Сайкал, привет. Здравствуйте. Так, Сайкал, ты художник, правильно здесь? Да. То есть вот эти все рисуночки. Эти рисунки нет, но я хочу о них сегодня рассказать немного. Окей. Ну ты что-то рисуешь? Да, в КТД изначально я была иллюстратором, я создавала какие-то принты, и мы наносили только их. А сейчас же мы время от времени сотрудничаем с другими художниками, но также выпускаем и свои собственные авторские принты тоже. Вот на тебе вот эта штучка. На мне, да, это мой принт, мой рисунок. Прикольно. Ты его как рисуешь? На бумажке или Да, как? я его рисую на iPad, да. Покажи мне. У тебя есть там какие-нибудь зарисовки? Здесь есть зарисовки нашей будущей коллекции, которую мы выпустим этой осенью. Это вообще фотографии какие-то, по-моему. Офигеть. То есть вот это ты нарисовала так? Да, Очень круто. спасибо большое. Как будто фотки смотрю. Оно получается в технике акварели, в черно-белом, наверное, поэтому выглядит довольно реалистично. Вот так просто? Да, И все? да. И потом посылаешь этот файлик в Москву, и На там печать. наносят этот принт на итальянскую ткань. Да, все верно. Потом за 7 тысяч сом продают. Тебе самой не жалко? Ты тут, опа, ты его сколько рисуешь, вот этот вот рисуночек? Но на один рисунок уходит, если без отрыва от работы сидеть, уходит от 8, может, 20-30 часов все. Ничего себе. То есть ты можешь неделю рисовать? Да, обычно мы коллекцию готовим примерно за полгода до реализации, поэтому в течение, например, 3-4 месяцев я просто сижу и рисую. Офигеть вообще. А потом твоя сестра за 7 тысяч сом продает. Так, расскажи про вот это. Это как раз-таки тот самый принт, иллюстрация, с которой у нас началась связь с этникой в бренде одежды, в концепции в целом. Ну смотри, я угадал. Юрта и Юрта, бегущий да, конь. и кони. Вообще классика, вообще молодцы. Орлы, все. Да. Изначально, когда мы задумывали эту коллекцию, мы хотели просто сделать какой-то семейный проект вместе с нашими дедушкой и с папой. Поэтому мы взяли их работы, конкретно у дедушки взяли его иллюстрации, он художник-график, взяли его работы. А это работа дедушки, что ли? Да, ну мы их Круто. немножечко стилизовали и перерисовали. А также совместили вместе с скульптурами папы. Здесь есть фотографии его скульптур и как потом это было отрисовано. Классика, бегущие кони. Да. Кыскума, все в порядке. Слушай, покажи, как выглядит рубашка после того, как вы нанесли то, что нарисовали. Реально фотка же, смотрите. И вот Крутяк. кони очень красиво смотрится. Ну, куда без коней, конечно. Ребята, кумыс пьют, 100% конь должен. Еще какой-нибудь ребенок пробежит, нет? Там, да, есть. Есть? Да. А, вот, все. Нормально. Все на месте. Да, Вот ребенок, все, слава богу. По поводу этих иллюстраций, у нас коллекция в целом о чаепитии, поэтому в каждом эпизоде показывается картина, где люди сидят за дастарконом и пьют чай. Окей, хорошо. Я, думал, это кумыс. Чай, кумыс. Окей, прикольно. Вот. Слушай, я видел то, что вы еще делаете какие-то интересные вещи, там на Иссык-Куле, Да. что-то вроде там мини-школы, что-то рисуете. Ты принимаешь в этом участие? Да, мы абсолютно все команды вместе принимаем участие. Это у нас называется Custom Day. Custom Day. Ну, это точно твоя тема же должна быть. Ты же кастомишь все, правильно? Кастомизацией занимаются конкретно специалисты по шелкографии. Получается, Custom Day мы проводим раз в полгода и объявляем у себя на странице, и люди приходят уже со своими вещами, это футболки, рубашки, худи, куртки, что угодно, на что можно наносить шелкографию.
Изначально мы задумали это так, чтобы, если у вас есть какая-то любимая футболка, например, но у вас где-то появилось пятно, и вы не можете больше ее носить, мы можем на это место нанести принт и таким образом дать ей вторую жизнь. Прикольно, прикольно. Это бесплатно? Платно? Нет, это плата. Сколько стоит? 300-400 сом. 400 сом, и сколько приходит в день? Так, ну в последний Custom Day у нас было около 100 клиентов. 100 клиентов? Нормально. И один день проходит вся эта история? Да, один день. 40 тысяч сом. Мне кажется, вы это, чтобы доехать на Иссык-Куль, все выставится, гораздо больше поставит. Короче, вы за любой движ, я понял, да? Там деньги, прибыль, неважно. Главное, сейчас съездим на Иссык-Куль, покрасим чужие футболки. Классно, уху, поехали. Ясненько. Слушай, ну, очень красиво. Вот если бы я это увидел там, и ты бы мне сказал, что это фотография, я бы поверил. Очень красиво. Спасибо большое. Куда стремишься? Чего хочешь достичь? Вообще у меня такая цель, я не знаю, это миссия души. Я хочу продвигать не только КТДш, я вообще хочу открыть несколько очень классных брендов, имеется в виду привлечь дизайнеров, помочь им продвигаться вместе со мной, с нами. К примеру, вот у нас сейчас шоурум. Ну, под брендом КТД? Нет. Это как? Вот, к примеру, у нас сейчас есть шоурум. И у нас выставляются 3 дизайнера. Там есть мы, КТДш, Издер и Залкар. Ага. Это тоже очень классные дизайнеры, которые создают современное этно. Вот, я хочу поддерживать таких ребят. К примеру, благодаря нам мы, во-первых, помогли создать бренд Издер, и за год они, в принципе, сделают доходы почти как мы. За 1 год. А ты что с этого зарабатываешь? Для меня это, я уже говорю, это такой вот... Хорош, ну хорош, ты чё? Вот мы... То есть ты их там подняла, раскачала, и такая счастливая от этого живешь, да? И даже комиссию не поставила? Нет, у нас есть символическая аренда в шоуруме, 7 тысяч в месяц. Ёлки-палки, И какой-то процент. Но, я не знаю, я считаю, что если ты продвигаешься, то также твоя миссия – это помогать другим. Слушай, помогать другим хорошо, но про себя забывать не надо. Ну, я не это забываю. бизнес, Ну, понимаешь? например. Вот ты мне сейчас рассказываешь концепт такой, знаешь, а-ля ЦУМ или некий фудкорт, да, где заходишь и много разных ресторанчиков. Но окей, если ты создала этот фудкорт, ты создала инфраструктуру и трафик, ты должна на этом зарабатывать, понимаешь? Бери классных дизайнеров, ставь их к себе вот в этот бутик, который, дай бог, там появится на первый день. Да, планируем, да, Да. бизнес-план написали. И назови его как-нибудь тоже, чтобы еще сложнее было выговорить. И выставляй там дизайнеров, но скажи, окей, почем вы, ну сколько вы тратите? Они тебе говорят 5000 сом. Ты говоришь, окей, вот будем выставлять 15, 10 ваши, 5 мои там условно. Ну, к примеру, у нас же есть И без шоурум. аренды. Им же классно. Представляешь, они типа выставили у тебя. Ну, если опять же, продалось, выставят то, они по 15. Какие у них будут продажи? ну, подскажешь им. Ну, про себя не забывай. Ну Вот чём вообще в планах, когда у меня будет большой шоурум, и там будет 5-7 дизайнеров, нескольких из них я бы хотела быть в доле, чтобы у меня был интерес их продвигать. Молодец. Наконец-то бизнес я услышал вообще. А то здесь какой-то прям... Я не могу. Я тоже творческий человек, но знаешь, все-таки, если мы говорим про бизнес, а на YouTube-канале Алканова Да, про я бизнес... поняла, да, про деньги. Да, то за деньги, да. За деньги, да. А так, как бы, ну, знаешь, оно так, твой вот этот порыв, он в какой-то момент кончится, вот, а порыв усиляется только когда там в карманчике что-то шелестит, тогда порыв увеличивается, а потом тебе покажется они какими-то неблагодарными, еще что-то. А когда у тебя сразу с ними такой честный взаимообмен, тогда, мне кажется, все нормально, да.
Я заметила, с прошлого года у нас очень много среди клиентов появилось именно туристов. Я не знаю, каким образом они о нас узнают, как находят, но через сарафанное радио россиян много, иностранцев. И хочу, чтобы наш шоурум... И ты по 7 тысяч им продаешь, господи, дайте мне Наш еще. шоурум был таким вот центром, куда ты можешь прийти, там, привезти гостей из другой страны. Или очень много кыргызов, казахов, кто живет за границей и хотят какую-то частичку этно своего туда, там носить. И они приезжают сюда даже на 2 дня и говорят, мы приехали на 2 дня, но ваш шоурум надо посетить, нам нужна эта вещь. Или просят своих родителей, друзей купить вещи, отправить им туда. И вот, чтобы это было центром, куда люди знают, я туда приду, я куплю что-то очень современное этно, я это буду транслировать в мир, я буду рассказывать о нашей культуре, кыргызов, кочевых народов, туда, вовне. Слушай, Адян, мне твоя картинка очень понравилась, но как бы мой бизнесовый мозг уже сделал смету, и ты намечтала где-то на несколько сотен тысяч долларов. Да. С твоими объемами продаж, как бы, каким или дизайном мужу я нужно зарплату, чтобы драматически повысили. Или инвесторов найти. Или инвесторов, Да. или кредит. Вот ты как хочешь эти деньги? Я инвесторов хочу найти. Окей, Либо вот. через акселераторы какие-то. Окей, вот что ты предложишь инвестору? Ты скажешь, вот я классная, творческая, у меня есть супер идея, я знаю людей, я могу создать концепцию, я вообще в 3-м поколении творческий человек, и таких в Кыргызстане уже мало. Но вот если дашь мне денежку, ты получишь долю. Вот как это выглядит вообще? Что ты... какую-то часть прибыли отдашь, или прям вот он войдет в уставной капитал компании, которая будет иметь вот товарный бренд, он у тебя зарегистрирован? Товарный бренд нет. Вот Только два компания тебе. зарегистрирована. Ну, да, нужно. Мне все говорят, Ажана, уже надо регистрировать, уже, а то КТД Конечно, начнут это скоро не так, копировать. это не так дорого, как бы у нас Да, есть. это в планах есть, на самом деле. Да, нужно за собой закрепить то, что ты так долго взращивала, и на какую-то ОСО. ОСО есть у меня, КТД так и называется. Просто нету товарного, я не регистрировала товарный знак КТД, потому что я считаю, что никто не захочет называть, брать это название, потому что мы уже ассоциируемся с ним. Слушай, это примерно как купить тачку, да, ее тюнинговать, и даже техпаспорт не брать и держать ее во дворе, знаешь. Окей, Рано или я поздно она услышала, станет настолько да. хорошей, что кто-нибудь Да и допозарится захочет, на да? нее. Да, так что, why not? Пока еще движа такого нет, зарегистрируй, спи спокойно. И инвестору это нужно будет показать. Понимаешь, если ты придешь, скажешь, у меня есть бренд, а он скажет, а где он? А он есть у меня в голове, это очень плохо, нужна бумажка. Вот. И что, сколько ты дашь инвестору за денежку? Я пока не думала об этом. Когда инвестор появится, будем обсуждать по факту. Понятно. Окей. Ну, очень хорошо, что ты уже думаешь над тем, как получить эту денежку, возможно, даже и кредит. Ты знаешь, боюсь сейчас... кредитов, никогда не брала, и так страшно. А вот инвестора ты не боишься, да? Все почему-то думают, что инвестор это какой-то зайчик, который, ой, конечно, вот тебе денежка, и будет просто... Я не знаю, как дела? Ой, минус, ничего страшного, дальше будет Нет, лучше. инвесторов я тоже боюсь. Я вот Инвестор может быть в до 100 раз KRDC, хуже. я вообще, когда мне предлагали, Аджан, дам 150 тысяч евро, там какую-то маленькую долю и не буду вмешиваться. Для меня это был страх. Такая ответственность. Где он? Ты телефон записала? Телефон записала этого Многие человека? обращались, говорят, можно войти в долю, я инвестирую. И для меня это всегда был такой однозначный ответ, нет, потому что страшно, а если не смогу окупить, если эти деньги потеряются. Но вот после курсов я такая, нет, все-таки я понимаю, что другого выхода нет. Молодец. Кредит это... Молодец. Кредит это не мое, все-таки это инвестор, либо акселератор, одно из двух. Вот. Наш акселератор, почему я еще про акселератор, там же есть менторы, которые могут направлять, и для меня это очень важно. Для человека такого больше творческого. Слушай, смотри, сейчас очень много, я тебя не призываю сейчас к кредитам, это вообще нужно отдельную передачу мне снять про финансовые инструменты, вот, но сейчас очень... Вот эта тема женское предпринимательство, творчество, там реально есть спецусловия для таких, как ты. И ты можешь найти в каком-нибудь банке уникальные условия по кредиту, которые тебе не даст ни один инвестор.
По сути, тебе банк даст деньги сразу, Мгм. ты ему будешь по чуть-чуть возвращать в течение нескольких лет, и он не будет в доле. Вот. А инвестор это как бы это хуже, чем выйти замуж. Понимаешь? Ты можешь развестись и уехать из От инвестора дома, так не да, уйдешь, там, да? или выгнать мужа, а с инвестором ты как бы не уйдешь. Он у тебя в ОСО зарегистрирован в госрегистре, и все, как бы, пока он там не скажет, я согласен, да, он оттуда не выйдет. А поскольку у тебя все будет зарегистрировано, весь твой товарный бренд на этой компании, там уже прям вот... Так что Надо подумать. да? подумай, Хорошо. подумай, вы тоже там подумайте, да. Деньги, они по-любому нужны, потому что вот так вот расти можно, ну, подкапливать деньги, увеличиваться, но как бы если хочешь квантовый скачок сделать, то тогда нужно Большой привлечь. Давно не было у нас конкурсов на канале. Наши героини дали нам сертификат на 5000 сом, и мы его вручим автору самого классного комментария, который просто что-нибудь напишет. Честно говоря, даже не хочется задавать вам какой-то вопрос, вот просто что-нибудь напишите, им понравится, и, соответственно, победитель получит свой сертификат. А кто выиграл, вы узнаете уже в описании следующего ролика, который выйдет через неделю. Да, еще же наша особенность это же выставки. Вот наша первая выставка. Мы же это стала нашей традицией. Мы каждые 2 года делаем выставки. И Мгм. это большие вложения. К примеру, мы 2 года назад делали выставку Гищик VR. Ну, может быть, была Чулпон Тинтиева нашим Так, куратором. все, я это... Еще одно... Как называется? Кищик. Это же кыргызское. Кещ. Окей, Да. я уже думал опять это, знаешь, какое-то суперслово, Нет. обозначающее «будь смелым, ходи на выставки». Нет, 2 года назад мы делали выставку Кищик, куратор Чулпон Тинтиева, Мгм. это было в Гапарайтиево, и эта выставка обошлась в большую сумму денег, но благодаря Нет такой кнопки на калькуляторе. Во сколько она в обошлась? 11 тысяч долларов. В 11 У тысяч. тебя выставка дороже, чем ты вложила в производство, ты Ну, нормальный смотрите, вообще. но это же 8 тысяч нам дали фонды. 8 тысяч покрыли фонды, мы вложили около 3. Если бы кто-нибудь в мой YouTube-канал вкладывал какой-нибудь фонды, знаешь, там 10 мне дали, так, это же тоже как бы... Да, это круто. Не, на самом деле я им очень благодарна, это было очень круто, потому что основная еще наша тема была экология. Мы затрагивали проблемы экологии через одежду, мы использовали какие-то техноткани, можно было подойти, к примеру, загрязнение воздуха. И у нас такая специальная ткань, ты проводишь по ней теплом, и она из черной становится синей. Или ты фотографируешь на камеру со вспышкой, и она светится. Ну, такие всякие штуки были. Тогда музей Гапарайтиева, когда мы провели эту выставку, она была всего лишь 2 недели или 3 недели, но пришло 4000 человек. Вау, Это круто. круто. Потом мы ее же... Деньги брали за вход? музей берет. Сколько? Там 40 сом. 40 сом? Да. Ну вот они кайфанули Да, тогда они от того, говорят, у нас столько посетителей давно не было, спасибо вам, мы сделали там какую-то кассу. 160 тысяч сом ты им сделал кассу, это нормально. Поэтому для меня важно, конечно же, получать нормальный доход, чтобы также делать такие выставки. Вот в этом году мы планируем, и сейчас ищем спонсоров на нашу осеннюю выставку. Понятно. Ребят, Да, Шоро. Если Я хотите- хочу спонсоров Шоро. Шоро? Да, потому что у нас тема такая про чаепитие, Кайрат. гостеприимство. Деньги просят, короче. А так почему я тогда не пью сейчас из бутылочки легенды? Там нужно было уже так Реклама, потихонечку, да, потихонечку, ты чё? Окей, ладно, ну может быть, кто знает. Окей, ну что, тебе удачи. Спасибо большое. Да, я думаю, что все будет хорошо. Молодец, что MBA прошла. Да, я очень Вот. счастлива Но вообще. тебе вообще нужно 100%. Вот, потому что продукт ты создаешь классный, теперь вокруг этого нужно построить хороший бизнес. Я уверен, что у тебя все получится. Спасибо большое. Спасибо. Удачи! Спасибо. Настало время подводить итоги. Давайте посмотрим, как этот бизнес влияет на экономику страны. Первое, что хочется заметить, появляется совершенно новое предложение на рынке, потому что ребята очень творческие и создали что-то уникальное.
И настолько уникальное, что на самом деле, когда у них все прям еще увеличится, я думаю, это приведет к тому, что появятся в Кыргызстане новые технологии, вот нанесение того же принта, да, пока что девчонки возят это все в Москву. Но если эта тема приживется и будут большие объемы, я уверен, что кто-то и в Кыргызстане сочтет нужным открыть подобное производство, что тоже создаст дополнительные рабочие места. Очень интересно было услышать про фотографов, да, казалось бы, какие-то журналы, а эти журналы тоже создают совершенно другие рабочие места, и причем не простые, не линейные, а уже, можно сказать, высокопрофессиональные международного уровня. И когда бизнес задирает такую планку, клиент это, как сказать, любит, понимает и видит, соответственно, все это рождает новых профессионалов, людям есть куда стремиться, развиваться, обучаться, повышать, в конце концов, стоимость своей работы, да. И хочется добавить, что все, что связано с творческим процессом, с уникальными такими кастом-изделиями, здесь вы можете играть с ценой вообще, как вам, можно сказать, вздумается, да, потому что ваш клиент, если ему это понравится, то он это оценит. Так что цените себя сами, вот, и зарабатывайте на этом. Ну а вы подписывайтесь на мой YouTube-канал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки и оставляйте умопомрачительные комментарии.